Тулан, приветики. Ну вот, ребята, день третий. Только встал, уже 9 час. Вот сегодня я нормально поспал тоже. Поменялся ветер северный. И облачно стало. Смотрите, кругом тучи. Там тоже с северной стороны. Такая вот прохлада, хорошая погода. Жарко слишком было. Сейчас затопим костер. Также сварим чай. Чайник, кипяток. Сейчас слышал, лодка поднялась. Почему поднялась? Ребят, потому что на большой скорости ехал, и шел-то есть, лодка шла. И там мелко. Потом они газ сбрасывают. Газ сбрасывают и дальше опять на полной едут. Вот. Но каждое утро так лодкой. И вечером спускаются, на морожку собирают. Я так думаю, может на рыбалку ездят. Не знаю. Вот такие дела. Сейчас, наверное, с утра сперва схожу морожку собирать. Потом рыбалка. И уже, сегодня где-то в обед обещали дожди. Может, даже и дождь будет. А как бы там ни было, я уже поеду домой. Вот. Сток стоит. Нормально. Уплотнилось. Видно, как где-то сантиметра 20. Может, даже и больше, 30 примерно. Тулану вчера он там лег, его комары кусали, потом иди, говорю, сюда. Его сюда позвал там. Он понял, что можно лежать, или я не знаю. Потом уже начал там место, смотрите, как он, видно, что здесь ночевал. Ну и будка, там тоже в будке сено есть. Можно и в будке ночевать. Вчера накормил плотно, у него еще остались. Доел, целая миска была. Вот сено, стог. Но сено сухое, хорошее, в принципе. Нормально, ровно стоит. Обычно еще вот так мы проверяем. Проверяешь на ощупь. Самое главное, чтобы не горячее было. Бывает, в сырую погоду убираем сено. Полусырая такая трава. Сток делаем. Потом руку туда суваешь, а он там горячий. Реально горячий. Он преет. Он начинает преть. И вот это сток мы бывало разбирали. Представляете? Такой большой труд. Разбирали, что проветривалось. А если не разбирать, он там будет преть и, я не знаю, сено испортится. Большой труд тоже двойной бывало делали. Все, сейчас чайник скипеть и будем завтракать. Но завтрак что-то надо приготовить, я не знаю. Но сперва надо чай попить.
Такое начало. Первая щучка. На завтрак решил приготовить каша рисовая. Каша рисовая. Вот он как выглядит. Это зеленецкие консервы с мясом. Плотная такая. Подогрею на растительном масле в сковороде. Вкус обалденный. Ну, вот видно, как третья часть это мясо тут. Не просто вот рис, но и рис с мясом. Все есть. Куриное мясо. Все. Сейчас буду греть. В банке она твердая. Вот нагреешь, и он становится мягким, очень вкусным. Конечно, такие консервы самому можно закрутить. Мультиварка очень хорошо приготовить. Рис. Ладно, я в общем завтракаю, показал вам завтрак. Скромный, вкусный. Хороший. Вчера ролтон заваривал на ужин. И лег спать все сразу же. В избушке позавчера немножко топил. А вчера утром было прохладно. Реально было прохладно. Вчера затопил. Сегодня прям теплынь. Вот первая ночь недостаточно было тепла. И слишком жарко не хочется сделать. Но вчера я две пластины на печку поставил, дверь открытым оставил. И вот я так заснул. Было комфортно вот так. И пластины, комары залетают, и сразу они умирают. Меня вообще не беспокоит. Потом печка погасла, к утру уже я почувствовал прохладно чуть-чуть. Дверь потом закрыл, и до сих пор вообще кайфово. Можно даже и сегодня хоть не топить. Сегодня вот можно уже не топить. Тепло. Именно избушка, вот ты когда первый раз приходишь, первую ночь она сыроватая, запах сырости есть, и надо обязательно затопить печку. А сегодня уже все изменилось. Ладно, в общем, я ем. Куску еще огурцы. Это на обед оставлю огурцы, помидоры. Точно. У меня тут укроп еще есть. Надо все это доедать. Собираю морожку. Немножко уже набрал. Тут она есть. Так. Не скажу, что много, но знаете, нам хватит. Ягода спелая, все в самом соку. Прям идеально.
созрела. Тут также есть брусника, клюква, вот, пожалуйста, еще зеленая клюква. Все вместе. Так. Такими участками попадают. Опять вот так. Там проходишь немножко и снова. Ну, немного. Помню, были года, когда вот по желтому ковру ходили. Прям очень много крупные. Самое главное, крупные. Когда крупные, они ведро быстро наполняется. Да нежно собирать. Ягода спелая и мнется очень сильно. Так вот. Плодоножка, вот это тоже лечебная. Вот это тоже можно собирать. Это лекарственное от простудных заболеваний. Вот примерно так. Потихоньку. Там, смотрите, балдеет. Вроде там прошел, а ягоды остались. Все, конечно, не собрать. Вот они. Ягода золото севера. Это и есть золото севера. Морожка. Похоже на золото. Вкусная, полезная. Ну, пользы не знаю, какая-то есть или нету, но она вкусная. Сегодня, ребят, вообще хорошо. Прохладно. Не так жарко. Ветер. И солнце спряталось. Пока собираю ягоды, чтобы солнце уже не вышло. В общем, где-то пол-литра набрал. Иду дальше искать. Он там лежит где-то. Лок, пошли. Собака веселее. Как ни крути. Лок, пошли. Знаю, что если вдруг встретимся с медведем, то Лан все равно будет лаять, отвлекать как-то. Я не знаю. Какая-то птица взлетела. Черника, в принципе, тоже есть. Сейчас они становятся синими и стали появляться. Потому что когда зеленые были, сливаются с листвой. И... Ну, хорошая черника, в принципе. Вот она. Уже становится сладкой. Еще дней 10 и можно собирать их. Что есть немножко ягоды. Иду напрямик на второй участок, где может быть морожка. Надо искать. Где-то, конечно, они есть и много, но в основном где болото не находится в лесу. Лес шумит сегодня, капец. А на открытых местах просто солнце сжигает. После дождя там цветы выпадают. В общем, не успевает он образоваться эта ягода. Да и после заморозков тоже. Казушина хорошая. После заморозков тоже они. Ну, ух ты. Видите? Красота. Видите? Крупная ягода. Я это буду есть сейчас. Ну что, ребят, морожку-то я нашел. Но она совсем мелкая. Капец. Сейчас покажу, вот, пожалуйста. Кругом все желтое.
И там идет полоса такая дальше. И здесь. Но она такая мелкая, блин. Вкусная. Ой. Здесь пособираю. И не знаю, может еще куда-то схожу, но этот участок всегда мне морожку дает. Постоянно, каждый год. И в этом году их много тут. Ну, потихоньку набираю. Между прочим, черника тоже. Черника в этом месте тоже есть. Что не для сдачи, а для себя. Как-нибудь в августе, наверное, уже приеду, чтобы пособирать. Заморозить, варенье приготовить, чтобы всю зиму хватало ягоды. Борщ готовим. В принципе, так. Но деревьев, как скажу вам, так навалило в этом году. Сумасшедшее количество, очень много. Прям все в завалах. Что в Сосновом Бору, что возле болот, что вот здесь. Такой сорный лес. Кругом завалы, очень сильно. Может, даже и на таежных речках поперек реки там навалило капец. Так что осенью будет интересно опять распилка, все это. Что посмотрим, какая осенняя охота, какое осеннее путешествие будет. Буду снимать. В октябре поснимаю. Посмотрим. Небольшой перекур. В общем, я сбор ягод закончил. Не из-за того, что закончились ягоды. Ягоды как были, так и есть. Вон, смотрите. Везде. Можно собирать и собирать. Но эти ягоды совсем мелкие. Совсем мелкие. Я набрал вот такое количество. Вот. Силы 2 литра, наверное. 1,5 литра точно есть. Сейчас по пути буду еще собирать, идти, выходить из леса. Сюда еще в августе приедем чернику собирать. Черника достаточно, здесь наберем. Да, и там в другом месте еще видел. Вкусная черника здесь. Вот, а с морожкой пока все. Еще на одно место, может, схожу, посмотрю там. А то, что вот где вчера осмотрел, и сегодняшние места, ну, так себе. Чуть-чуть меньше, конечно, чем в прошлом году, но морожка есть, можно собирать. Если постараться, ну, конечно, пару часов еще понадобится, чтобы вот это заполнить это ведро. Но возможно, можно набрать. Вот. А я нет, хватит. Достаточно. Хранить не умеем. Сколько раз не пытались, скажем, вот на зиму оставлять. У нас, как сказать, ну, не хранится. Так же, как и соленые грибы. Не умею солить. Не получается. Лучше собрать, пока свежие съесть. Грибы тоже собрать, посолить. Через неделю уже с картошкой. Лучше. Со свежей картошкой с огорода. Комары достают. Вот. А сейчас я буду выходить. Хватит. Тут, ребят, в тени у меня ведро стоит. Вот, смотрите, с карасями. Такие крупные караси. Вот они. Бывает еще намного крупнее. Ну, пока 2 штуки у нас. Бывает и больше. Вот они. Хорошие золотистые. Лан отдыхает. Набегался. Прояснилось. Солнце вышло. Но ветрено. Сейчас подумаю, что дальше делать. Может, еще за морожкой схожу.
А потом уже на самом конце сегодня этого дня уже буду забирать донки. Между прочим, вчера вот днем щучка на донки попала. Вот, надо кормушку оттуда забрать. Там тоже донка у меня в мешке. Тоже надо туда поднять. Трак грузила. В гору подниматься тяжело, блин, колени болят. Смотрите, как далеко сейчас река. Ужас. Капец, так мелко, да и еще чуть-чуть. Лишняя вода еще есть. Это предпоследняя поставушка, ребят. Включился показать, как я щук я ловлю. Вон они, гиганты. Блин. Этот. Ну, зацепил. Там еще последняя, вон. Все, больше нету. A ty Voikalem kai lennad? A Kõnna usinad? A teil talun Baran lunan kai lennad? Dasesnavan daskõmen. Tõrtõtik mõike poodokis vugurladaris. See on taine kartama taji. See mõike siis pehtema. Da kuskil pehtema. I vugurnasja munusja. Aynı sonuç. Motorlarda doğru mu? Push başta normal lan. Push başta bir şey burlamadı. Master dedi. Master. Tane öteki şokolade şey şey biri. Letçan dalın yaptı. Letça. Kuyumlunun. Vay. Шпон кадабу-то надо? Шпон кадабу? Понятно. Ты вулечка или нет? Вулечка или нет? А. Bo nie obny ty Janes Czerysa? Nie obny lot Janes Czerysa? Malum çayta. Espet. A Borodok kadabu? Skoşulun işte. O, Sam sprawia sobie, że szybko turknika nokcią. Ozveçed. Rıtı bıdca vugraşı da. Te vodče, en vodče. Di takımen mırpan vatı. Posnijed. Ossodna. Embytje ja ossodna. Давай, пан Яшам. Давай на перегонки. Кто быстрее? Давай, давай. Ты этот-то снял, не?
стрелки. Ой. Жляпки. Газуй, А, газуй быстрее. булькнет осталось, пожалуйста. Что ты там загрузил? Что? Палку. Дрова, скажи. Через мою лошади піснали, не літать же. Та бедна дже. Кусна над мене ошедна. Ошед, та ти в уграші же я. Оз. Да. Давай попробуйте обогнать меня. Отстали! Давай, давай, давай. Тулан, Тула. А, Тулан. На тебе кельчи. Ну еще. Счастливая собака. Да? Вон она. Такие шматки. Все. Рыбалка закончилась. Все по нулям. Это сосед был Николай. Короче, тоже рыбачат. По их словам, тоже ничего нету. Комары немножко достают. С Туланом снова в лесу. И продолжаю собирать морожку. Вот, пожалуйста. Комары залетели. Ну, примерно где-то литр, наверное. Литр или может чуть-чуть меньше. О. Хотел фотоловушку поставить. Выбираю место, но с собой таскаю, вот, пожалуйста. Фу, на руке сколько комаров. Вот эта брызгалка антикомарин. Ну, действует недолго. Как бы быстро начинает действовать, но недолго. Достает Тулан. Черника, между прочим, уже спелая. Морожка. Небольшой такой пятачок попался, вот. Собрал и больше надоело ходить. Сейчас буду уже выходить. По пути еще по болоту пройду. Может и еще удастся что-нибудь набрать. Достает. Я тебя тоже побрызгаю немножко. Куда? А. Блин. Немножко помазал его. Фу. Честное слово, достает, блин. А? Шо? Ну, сразу от собаки отошли. Немножко осталось, но... Говорю, действует только недолго. Вот сколько уже сегодня, целый день практически мы в лесу ходили, немало уже.
по ельнику, и по болотам, и по сосновому бору. Сейчас тоже вот сосняки здесь. И ни одного рябчика еще не встречал. Так что пока тишина. В сырых местах они сейчас. В нехороших местах. Все, ребят, я собрался. Уже все убрал тут. Что-то порядок. Ведро оставляем, чайник. Ну, как всегда, как всегда. Тут новая полка. Вместо этого ведра сюда привезу какой-нибудь тазик пластмассовый. Ну, в светофоре вот надо посмотреть. Такой глубины сантиметров 15, чтобы было. А ведро оттуда уберу. Ну и здесь, вот смотрите, сразу же, вот там у меня чурка была, потом на чурке ведро стояло. И вот сейчас, видите, площадка освободилась. Зимой, когда приедем с ночевкой, сюда я буду складывать сырые дрова. Вот. Так что все классно. На второй избе-то вот тумбу сделал. Думаю, правильнее будет, если вот так сделать. Вот. В принципе, пока так все оставляю. В коробке вон там еду перестал оставлять. Потому что бесполезно. Обычно оставляем, кто попадает в трудную ситуацию, как сказать, чтобы он переночевал, съел что-то. А сейчас мышка-нарушка появилась. Каждый раз, когда оставляю консервы там и макароны, все что угодно, просто забирает и уносит. Так что есть такие люди. Вот. Ну, а в остальном, не знаю, как получится в следующий раз. Приедем в августе, наверное. До августа уже сейчас ничего не получится. Спасибо, изба. Избушка тепло, хорошо, как всегда. Складовку закрываю. Ну, тут тоже уже как бы все классно, чисто. Тулан ждет меня. Я болтаю. Ладно, давай, избушка. Там все открыл, проветривается. Щель там намного шире была, а сейчас уже сужается, потому что я не знаю, из-за мусора или из-за старой травы земля поднимается, или углы наоборот давит избушка. Ну, сток будет стоять тут. За сеном примерно приедем в ноябре. Увезем отсюда. Баню тоже приоткрытым оставим. Вообще, мне понравилось. Вот 3 дня я здесь пробыл. Жарку рыбы наловил. Ягоды собрал. Ну и самое главное, моя задача была убрать территорию. Это на целый год у меня работа. Сделал дрова тоже, пока хватит. Так и не дожег вот эти дрова еще. К следующему походу остались. Ну а лодку у меня вот тут лежала, а сейчас ниже оставил. Где-то метр с лишним воды до лодки, если вдруг прибывать будет, там метра воды еще. Уровень надо, чтобы поднялось. Вот. Ладно, давайте поедем. В следующий раз также будет поход, рыбалка, сбор черники уже будет. И в августе уже откроется охота на уток. Между прочим, я в этом походе тоже уток видел, но не стал уже снимать. Видел кряквы и черки. Уток, между прочим, в этом году прилично много. Но они ранней осенью уходят, до открытия охоты даже успевают уплыть. Плывут они с одного озера на другое и уходят с наших мест. Тулан немножко хромает. Тоже вот нагрузка и передняя лапа у него что-то. И это не первый год. Первые сутки он активно бегал, сейчас уже надоело.
Ну, вот так выглядит. Садовая тачка не пригодилась. Триммер нормально отработал. Бензопила Чемпион, как вы видите, уже сколько пользуюсь. Сколько писали там говно Чемпион, там пила. Лучше штиля ничего нету, но уже 3-й сезон. Верой и правдой работает. Нормально, пилит. Я доволен. Для таких походов вообще великолепная пила. Все, давайте, болтать не стану. Может, еще где-то выключусь, но на дождь будет все-таки. Погода то проясняется, то вообще тучи, а там вообще грозовая туча какая-то интересная. Короче, объездная, где я приехал. А здесь сейчас гляну. Дорогу вроде как ездили. Тут колея нехорошая вот тут. Да, возможно, еще проедем. Какой обрыв, смотрите. Дорога уходит в речку. Вот где надо рыбачить. Видели, какие места хорошие. Места хорошие, на рыбы совсем мало. Одна мелочь. Раньше язей много тоже тут было. Ладно, здесь проеду. Нормально тут. На заднем, как сказать, передний мост еще не включал. Дорога хорошая. А хотя здесь чуть-чуть дождик и все, хана. Мыло становится дорога. Длиннистый участок тут. Несколько километров. Километра 2, наверное. Нормально. В сухую погоду терпимо. Так. Все тут нормально. Ничего не перевернулось. Короче, я уже почти доехал. Вон там уже деревня Алексеевка. Ну и буду поход заканчивать. Доехали. В принципе, все хорошо. Давайте до новых
В общем, до новых видео, до новых встреч. Спасибо вам за ваши просмотры, за лайки, дизлайки. Ну и ждите новые фильмы. Все, всем пока.